Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, друзья! Перед камерой Юлия from Казахстан. И мы начинаем. Бастаях! Сегодня у нас с вами новое выражение, новое словосочетание. И звучит оно так. Объектінің сипат тамасы. Объектінің сипат тамасы. Объектінің сипат тамасы. Описание объекта. Где такое словосочетание может встретиться? Ну, например, при изготовлении техпаспорта вашего дома или квартиры. Вот такие вот чудеса. Давайте же скорее научимся это читать. В общем, помним, все как обычно, делим каждое слово по слогам и, собственно, таким образом научаемся читать. И что мы видим в первом слове? В слове «объектным». Да, мы видим слово, заимствованное из русского языка. Слово «объект». Так вот, если слово заимствовано из русского языка, то и читается оно по правилам русского языка. Если бы мы читали его по-казахски, оно бы звучало именно так. Объектным, да? Через «о». Но по-русски мы так не говорим. По-русски мы говорим просто «объектным», через «а» практически слышится. Так вот, слово «объект» мы так и читаем через «а», как в русском языке. А уже окончание, которое прибавлено к нему, да, оно ведь уже из казахского языка, и оно будет читаться по правилам, правильно, казахского языка. Давайте же научимся скорее читать. Объект, объекта, объектным. Давайте же скорее научимся это читать. Объект мы уже научились читать, и нам нужно научиться читать окончание «ының», «ының», «ының». Как же читается палочка с точкой? Давайте напомним, что это нечто среднее между буквами «ы» и «и». Пробуем прочитать через «ы». Объектным. Не то, правда? Объективным. Снова не то, слишком мягко. И вот мы находим среднее звучание этой палочки с точкой, да? Объектным, объектным, объектным. Я думаю, у вас все получилось. Как нам с вами прочитать букву «н» с хвостиком? Снова напомню, что их в казахском языке аж 2 штуки. Буква «н» обыкновенная, та, что в русском языке тоже используется, и «н» с хвостиком. Да, кстати, вот эта вот буква «н» еще используется и в английском языке. Например, в слове English, когда мы пишем букву «н» и букву «g» вместе, они дают как раз-таки это звучание. Буква «н». Та самая, что используется в казахском языке. Есть еще один вариант, как научиться ее читать. Сначала произносим обычную букву «н» и понимаем, что кончик языка при ее произнесении у нас упирается в верхние зубы. Вот, а теперь кончиком языка мы тянемся к верхнему небу, произнося обычную букву «н». Да, магия заключается в том, что мы не дотягиваемся до верхнего неба. И у нас получается звук «н». Вот такие вот дела. Пробуем. Объектом сначала через обычную букву «н». Давайте попробуем. Объектом, а теперь через «н» с хвостиком. Объектом, объектом, объектом. Ну, а теперь второе слово. Слово «сипат тамасы». Изначальное слово «сипат тама». Описание, да? Сипат тама. Сипат тама. Помним, что как пишется, так и читается, и ни одна буква не искажается. Здесь теперь нам нужно научиться читать окончание «с». Как же его прочитать? Ну, на самом деле тоже все просто. Букву «ы» в русском языке вы умеете читать, в казахском языке она просто звучит коротко. Вот и все. Сипат тамасы. Не сипат тамасы, а сипат тамасы. Коротко она произносится. Очень и очень коротко. Ну а теперь все объединяем. Объектну сипат тамасы. Объектну сипат тамасы. Объектну сипат тамасы. В общем, пусть у вас всегда будет правильное описание объектов в документах. Ну а я вам желаю всего хорошего и увидимся в следующий раз. Ваша Юля from Казахстан.